прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Корреспонденты и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Качественно и безопасно. Работа бьет все рекорды. За текущую ночь будет уложено около 5000 квадратных метров покрытия. По поручению Рамзана Кадырова на взлетно-посадочной полосе Грозненского аэропорта проводит капитальный ремонт. Сколько тысяч квадратных метров покрытия планируется обновить? В здоровом теле здоровый дух. В высокогорном селении открыли спортивную площадку. К чему приурочили, узнаем в этом выпуске. Важная переправа. В ближайшее время мы завершим, и мост будет дан в эксплуатацию. Строительство моста, соединяющего селения Новый и Старый Этаги, идет полным ходом. Каковы его технические характеристики? В этот благословенный месяц Рамадан региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова провел очередную масштабную акцию. 1923 семьи военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга, получили денежную сумму в размере 100 тысяч рублей. Раздача финансовой помощи прошла во всех районах республики. Стоит отметить, что подобное внимание близким бойцов фонд оказывает на постоянной основе и не ограничивается денежными средствами. Помощь в обучении и трудоустройстве детей, жилищные вопросы – ни одна из проблем не остается без внимания руководства благотворительной организации. سكنت بلغتي حكم حقيقا حقيقة نصو أخشن سوخ تلسون دل ساعدو يلقي بزن ديل أخوي بچارم زاني تنين أيماني بزن ديل وقم ديل شاش دق مالي حشن ديل هر ساعة بحندول شوية تم يعدول كنتي شايد إيرش بالي حالبوش مكش ميرش سبالوش ساعة دق مالي حشن ديل ديل فوقل ساعدو يلقي بزن ديل ساعة محمد دعوال شاني عني هم يقل يحقنا يحتصد أبوي حيالي سغوقي حوش بوش ديريز خيلق قان بزن دي وقدي. После подготовки на базе Российского университета спецназа очередная группа добровольцев отправилась в зону проведения СВО. Среди них представители разных национальностей из регионов страны. Под руководством опытных инструкторов они прошли ускоренный курс боевых знаний. Бойцы полностью экипированы и готовы выполнять поставленные руководством государства задачи. Все нужды новобранцев региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова взял на себя. Проводить их прибыл председатель парламента Магомед Даудов. К слову, многие из добровольцев отправляются на фронт не в первый раз. Удачи вам, бойцы! Берегите друг друга, поддерживайте еще раз и слушайте команды командиров своих. Это залог успеха нашей победы. Представители Духовного управления мусульман Чеченской Республики отправились в зону СВО. Делегация будет находиться там весь благословенный месяц Рамадан по поручению муфтия Салха Хаджи Межиева. В ходе своего визита богословы встретились с религиозными общинами ЛНР, которые скоро переоформят свои документы. С этим вопросом им поможет муфтият нашей республики. Также региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова передал деньги на проведение ифтара в 11 общинах, которые проводятся каждый день для мусульман. Любой приезд мусульманина в гости к мусульманам – это очень большая радость для всех нас, живущих здесь, на территории Донбасса. Делегация с Чеченской Республики, которая уже приезжает не первый раз, оказывает большую нам помощь, как в организационном порядке, так и в моральной поддержке. Иншаллах, мы многое узнаем, как лучше вести практику. Мы, имамы на местах и руководители общин, нуждаемся в поддержке. Это и, главное, учимся, потому что... Также богослов Магомед Хейтанаев встретился с бойцами спецназа Ахмата. Он прочитал им проповедь и передал религиозную литературу. Солдаты ВСУ сжигают Коран,
они порочат имя пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. А это, не скрывая, они открыто распространяют свою нечисть. Поэтому наше дело правое. Почему? Потому что нацисты, фашисты и их идеология, мы знаем, что они считают себя наивысшей расой, а все другие народы, малые народы, они считают, что они второй сорт. По поручению Рамзана Кадырова в международном аэропорту Грозного начат масштабный капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы и места стоянок воздушных судов. Необходимость работ была вызвана износом асфальтобетонного покрытия, вызванным его длительной эксплуатацией. Турпал Тайсумов с подробностями. Безопасность пассажиров воздушного транспорта во многом зависит как от качества самолетов, так и от места, с которого они взлетают и садятся. По поручению главы региона Рамзана Кадырова в Грозненском аэропорту начали капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы. Мы согласовали все наши работы с всеми авиакомпаниями для того, чтобы не откладывать рейсы, не нарушать их график полетов, потому что пассажиры обычно покупают билеты за месяц вперед. Работа организована под контролем и руководством оперативного штаба по строительству аэропорта города Грозного, депутатом Государственной Думы Адамом Султановичем Дельмихановым. Мы просто наблюдаем, как они красиво, дисциплинированно и аккуратно работают. Просто любо-дорого смотреть на их работу. Необходимость реконструкции была вызвана износом старого покрытия. График работы определен четко. Всего будет проложено 5000 тонн полотна на общей площади приблизительно 8000 квадратных метров. Труд настолько налажен, что аналогичной скорости введения в эксплуатацию, по словам рабочих, не наблюдается ни в одном аэропорту. Работа бьет все рекорды. За текущую ночь будет уложено около 5000 квадратных метров покрытия. И что интересно, к следующему утру здесь, на обновленной полосе, совершит посадку первый регулярный рейс. И это не преувеличение, ведь сырье, используемое здесь, высочайшего качества. При этом материал укладывается в несколько слоев и остывает он довольно быстро. Вскоре воздушная гавань аэропорта продолжит постоянные рейсы. Пассажирам и персоналу остается пожелать плавных взлетов и мягких посадок. Турпал Тайсумов, Сайд Эмин Мусаев и Магомед Ахматов. Вести. Чеченская Республика. Рабочее совещание прошло в Министерстве Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации. Встреча состоялась в рамках подпрограммы «Национальное развитие и межнациональное сотрудничество в регионе». Собравшиеся обсудили вопросы взаимодействия органов исполнительной власти, местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в сфере реализации государственной и национальной политики. Все, кто сегодня принимал участие на очередном совещании, они задействованы в реализации требований стратегии государственной национальной политики. Главное требование от каждого из нас, оно в том, чтобы гармонизировать межнациональные отношения в нашей республике, гармонизировать межрелигиозные отношения в нашей республике. Наши действия направлены и нацелены на то, чтобы не допускать конфликтные ситуации на межнациональной религиозной почве. Спортсмены Высокогорного, Гушкорта и соседних сел получили возможность заниматься спортом с удобством. Там построили спортивную площадку в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды при поддержке регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Репортаж Мадины Кураевой. Расположилась спортивная площадка на окраине селения в живописном месте. Построили ее в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды при поддержке регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Торжественное открытие приурочили к 20-летию со дня принятия Конституции Чеченской Республики. На событие собрались представители администрации Шатойского муниципалитета и жители. Прочитав дуа, разрезали красную ленту. Новая площадка единственная и рассчитана на 3 поселения. Проведены в линии электропередачу, подвели освещение, все условия для того, чтобы молодые ребята, чтобы проверяли себе и провели свободное время на этой площадке. Таких площадок мы строили большие Варанды в прошлом году. Также мы строили в Пионерском поселении Чишки.
Общая площадь объекта 1200 квадратных метров. Включает он воркаут-зону, которая позволяет заниматься на турниках, и поле, где можно поиграть в футбол, баскетбол, волейбол. Благоустроенная и прилегающая территория – это большой подарок для жителей поселения. Tanto i шерек света как бережно и масана и он лозер бирка лозер заниматься да и он доком динеги он да цахтон هم سيشتون يريزرق اشتون حيشكو света да дересел он пачана. Магомед Шамхаев любит играть в футбол с раннего детства, регулярно посещает тренировки. Ему приходилось ездить в Шатой, но сейчас с появлением нового поля эта проблема осталась позади. Помимо возведения спортивных площадок, в Шатойском районе на стадии строительства и другие социально значимые объекты. Благодаря вниманию руководства республики муниципалитет развивается активными темпами. Мадина Кураева, Сайдамин Даутмирзаев, Вести, Чеченская республика. В ходе прямой линии главы региона Рамзана Кадырова в числе прочих поступило и обращение по поводу строительства моста, соединяющего селения Старый и Новый Атаги. Переправа, которая ранее существовала, разрушилась от ветхости, и жители тратили много времени, чтобы дойти в соседние селения. Сейчас там полным ходом идет возведение новой переправы. Моя коллега Мадина Нусалчиева расскажет, на каком этапе он находится. Немного терпения, и совсем скоро об окольных путях можно смело забыть. Долгожданный мост между старыми и новыми Атагами почти готов к полноценному функционированию. Мост выполнен при соблюдении всех норм и правил безопасности. Работа уже близится к концу. Буквально через 2-3 недели переправа будет официально открыта. Длина составляет 470 метров, ширина почти 1,5, перила высотой в 1 метр. На данный момент полностью завершена забивка свай, ведутся монтажные работы, устанавливается настил и ограждение. работа на доле было что хорошо по графику надо что وقع كاس العالم لها وشنو وتربا هرواي وشيلت بقى وشجرجلو نايس بقى اتوخ البدر المولى. Мост, который здесь был изначально, сельчане возвели своими силами. К сожалению, он оказался недостаточно прочным. Кто-то говорит, что делал в инженерной ошибке, а кто-то уверен, на недолговечность переправы повлияло воздействие сильного ветра и воды. Руководство региона долго гадать не стало. Как только главе республики во время ежегодной пресс-конференции поступила просьба от жителей восстановить конструкцию, работы начались незамедлительно. Хочу сказать огромная благодарность и спасибо Рамзану Ахматовичу Кадырову и, естественно, руководителю регионального фонда Ахмад Хаджи Кадырова Эмани Сиевна. Благодаря вот я материал денежный помощь, строительный материал Массухматом фонда предоставлять ящу. Это то вот я контролируешь, что да мола. В ближайшем времени мы завершим. И мост будет дан эксплуатации. Еще одной проблемой у старого моста было то, что из-за маленькой высоты во время весенних паводков его частично затапливало. Во избежание этого новая переправа сделана на метр выше. Мадина Цулчиева, Магомед Басаев, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших страницах, в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.